Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 18. Здоровеньки булы. Есть, например, в украинском языке выражение «здоровеньки булы». Однако, как же так получается? Русско-украинское слово «здоровеньки» как ни в чем не бывало стоит рядом с нашим тюркско-татарским словом «бул». Кажись, русский глагол прошедшего времени «был» родом из тюркско-татарского глагола «бул». Жили-були, дід да баба – это на украинском языке. Жили-были дед да баба – это на русском языке. Трудно поверить этому, очень трудно. Но, по всей вероятности, дело обстояло именно так. Татарский, тюркский, тарабарский корень «бул» через киевский котел языков, обычаев, религий, через так называемую Киевскую Русь взял да превратился в русский глагол прошедшего времени «был». Ермолов, Грибоедов, Бестужев, Марлинский, Лермонтов, Толстой, Чернышевский и далее везде. Кумыкский язык – это тот же самый татарский язык, который продвинутые русские офицеры, служащие на Кавказе, изучали самым серьезным образом. Изучал его и Лермонтов, изучал его до него Бестужев-Марлинский, декабрист, человек-легенда, который организовал здесь большой круг русских интеллигентов. Изучал его генерал Ермолов, тот, у которого и происхождение было татарским, и женился он на кумычке, их тогда называли татарами, от которой он имел несколько детей. Изучал татарский язык и его величество Лев Николаевич Толстой в период написания повести «Казаки». Изучал татарский язык и русский мудрец Александр Грибоедов, у которого были татарские корни. Изучали великие русские писатели этот язык на горе всем современным бывалым. Чернышевский также знал татарский язык, изучал его и вплотную занимался им. Между прочим, он родился и вырос в городе Саратове, Сарытау. Здесь, как и почти везде в России, жили татары. Кстати, герою романа «Что делать революционеру», который спал на гвоздях, чтобы, так сказать, привыкать к лишениям и трудностям в борьбе за народное счастье, Чернышевский дал татарскую фамилию Рахметов. Почему? Изучали татарский язык и украинцы? Нет, не изучали. Они разговаривали на нем. Украина – это тоже татары-тюрки. А это я взял из интернета. Украинская хата – тюркское слово. Строится из самана – тюркское слово. Означает смесь глины, навоза и соломы. Саман – солома. Чем огораживает хату? Правильно, тыном. Тюркское слово. Чем украшают хату, обнесенную тыном? Правильно, калымом. Тюркское слово. Что носят украинские мужчины? Правильно, тюркские шаровары, тюркские широкие пояса и папахи. Украинские женщины носят плахту, тоже тюркизм. И тюркское намыто. Какое войско украинцев? Правильно, козаки, тюркизм. Как они выглядят? Точно так же, как тюрки-печенеги, которых, кстати, копировал в своем внешнем виде Святослав. Впоследствии также выглядели половцы и черкесы. Невыбритый на затылке клок волос – признак принадлежности к тюркскому военному сословию. В ухе тюркская серьга, означавшая «какой ты сын в семье, если единственный, то тебя берегли». Во рту люлька – тюркизм. Набитый тютуном – тюркизм. В руках бандура – тюркизм. В каких войсковых частях состоят козаки? В кошах – тюркизм.
Их символ – бунчук, тюркизм, гайдамаки – правобережные ватаги разбойников, а тюркского гидемак, смутьянить, что означают типично славянские названия населенных пунктов Центральной и Западной Украины. Татар-бунары, Умань, Какарлык, Демир, Буча, Узин, Корсунь, Чигирин, Черкассы, Бучаш, Турка, Самбыр, Буз, Бахмач, Ичня, Бурштын, Куты, Калуш, Турис, Ахтырка, Бурынь, Рамадан, Измаил, Арсыс. Что означает такое громадное число тюркизмов в украинском языке? Куркуль, Кавун, Кыш, Килим, Бугай, Майдан, Казан, Кыбза, Казак, Лелека, Ненька, Гаманень, Секира, Атаман, Бунчук, Чумак, Кохана, Кут, Домбра, Тын, Кат, Хата, Хутор, Тату, Рух, Сурма. Подумайте и сами найдите. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.